парламента в Кыргызстане просит защиты. Руководство страны Нургуль Усеинова, по ее словам, выявила целый ряд коррупционных нарушений. Депутат Айылного кеңеша Фрунзе Нургуль Усеинова говорит о коррупционных действиях при использовании крестьянской земли. Я Усеинова Нургуль Эмильхановна, 1982 года рождения, уроженка Чуйской области по специальности юриспруденция. С 2016 года по настоящее время являюсь депутатом Фрунзенского айылного кеңеша Сокулукского района Чуйской области Кыргызской республики. Став депутатом местного кеңеша, поднимаю вопросы местного и республиканского значения в интересах государства и общественности в целом. Натолкнулась на коррупционную составляющую этого, поднимая вопросы социально-экономического развития Аймака. 90% избирателей просили, чтобы помочь вернуть им здание детского сада, бывшего детского сада. У нас было законсервированное, замороженное здание детского сада, которое мы хотели вернуть на баланс Айлюк-Мюты, чтобы дети получали дошкольное образование. И, обращаясь в государственные органы, натолкнулась на такие факты. Там выявила 446 га земель, которые также выделены на два структурных подразделения. Это ГПЗ Сокулукский, 282 га земель, и учебно-опытное хозяйство, это 164 га земель, которые сдают субаренду на протяжении длительного времени. И ущерб субаренды на сегодняшний день государству составляет только за 1 год 7 миллионов сомов. И выявила также гранты под научно-экспериментальные, семеноводческие и иные хозяйства на протяжении с 2003 года по настоящее время выделяются гранты в особо крупном размере, не в сомах, а в долларах. Депутат Айылного кеңеша Фрунзе Нургуль Усеинова говорит о коррупционных действиях при использовании крестьянской земли. 282 гектар земель, которые были в 2002 году выделены акимом Сокулукского района для государственному племенному заводу при аграрной академии имени Скрябиной. Для того, чтобы, так как раньше был это племзавод, уже сам статус говорит, здесь были коровы алатовской породы выведены у нас в Кыргызской республике, но под кормовую базу, чтобы вот этих коров обеспечить кормовой базой. Но печально тот факт, что на сегодняшний день от этих коров всего 15 остались. Ну, сейчас эти земли используются нашими местными предпринимателями. Они раньше их по 15 тысяч сомов брали субаренду. Сейчас они под таким ажиотажем и сумму с аренды снизили по 10 тысяч сом. Но Министерство сельского хозяйства перешел на план «Б». Они сегодня эти земли, 75%, хотят в свое ведение взять. Получается, какая бы власть ни пришла, они крышевали вот эти земли. То есть земельная какая-то мафия, да? Практически. Потому что это 446 га, которые ни сому не оплачивает. У них ни государственных, ни общественных интересов нет. Они, не оплачивая ни сому бюджет, сами сдают землю. Вы сегодня такие революционные вещи сказали. Вы должны с этими документами обратиться в Совет Безопасности. Когда меня чуть не убили, у меня эти угрозы были. Серьезно? Моей личной безопасности и безопасности моих близких. Да? И в ноябре месяце у меня даже пресс-конференция идет в Аки-прессе. Я уже не могла. Я обращаюсь к президенту, говорю, вот вы объявили масштабную борьбу с коррупцией. С какой коррупцией вы боретесь? У меня нет денег вывести своих детей за границу. Я поднимаю не свои личные бытовые интересы, это ведь общественные интересы. Сиз коррупцияга кадам кой дегенден сизге ишенип 11 айдан бери куугунтук алынып, ошо айылыма, элиме, мамлекетиме бекер иштеп берейин деп өзүм юридический кесибим бар. Иштеп берейин десем мага аябай тоскоолдуктар болуп жатат айыл өкмөтү тарабынан. Прокуратура органдары полностью договорились айыл өкмөтү менен. Бусурманкулов, Алиев, Өскөнбаев деген прокурорлорду жокко кетирбесеңер, глава айыл өкмөтү биз кыйналдык. Текшерет, сага келет балдар. Келип табат, текшерет. Анан баары жооп берет карындашым. Азыр заман башка ошол. Когда меня приехали к моей маме, она инвалид у меня, и гипертоник. У нее могло в любой момент сердце остановиться. Да? И вот приехали на красной машине, мама в машинах, в сельской местности, что не понимает. И говорит, приехали, говорят, кызыңды кой деп коюла, жок кылабыз. У меня в душе страх, переживания, и за нее, думаю, во что я втягиваю свою семью, да, своих близких. Ну вот это все
это меня и закаляло, и я как-то больше стала молиться и больше просить у Всевышнего: пожалуйста, вытащи меня из этой ямы, которую, коррупционную вот эту яму я разворошила, гнездо. Мы в прошлом году вышли на митинг с народом, приняли участие для будущего нашего Кыргызстана, чтобы отменили форму 2, которая является коррупционной составляющей. Это манипулирующие голоса, которые наносят колоссальный ущерб нашему государству. Гражданин Крымской Республики пришла за объективность и за справедливость. Хочу публично заявить, у нас никакого мародерства не было. У нас были мирный митинг, мы власть взяли в связи с тем, что одни коррупционеры пришли и действующие лидеры, действующие партии. В связи с этим народ был недоволен, и в том числе я, как женщина, тоже пришла поддержать народ в день вот этой революции. Надеюсь, народ сделает правильный выбор и проявит свое избирательное право за будущее нашего Кыргызстана. Придет и проголосует за чистых, за компетентных лиц, которые принесут конкретные изменения, будут работать во благо народа, во благо будущего нашего Кыргызстана. Я готова служить народу и отстаивать законы и интересы государства и народа. Я кандидат из народа, поэтому, надеюсь, простой народ проголосует за меня. Спасибо за внимание. Время переходить от слов к делу.